я не понимаю, брать вот эту новость там или нет. Смотрите. Что за новость? Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому бывает в командировку в Ростов-на-Дону с 23 по 25 марта. Во время отсутствия мэра исполнение его обязанностей будет возложено на Петра Бирюкова. Вот берем мы это на обсуждение Я или не знаю, нет? но это получается, что 3 дня в Москве новый мэр будет, что Ну ли? смотри, нет, как бы нового мэра не будет в Москве. Просто будет такая ситуация, что Бирюков будет исполнять его обязанности, а как бы мэр просто 3 дня куда? его не будет. Он в Ростов-на-Дону уезжает. То есть в Ростове на 3 дня тоже новый мэр, Нет, да? смотри. Нет, там два мэра Нет, получилось. смотри, там получается, там получается так. Мэр Ростова-на-Дону, но мэр Москвы, Собянин, оказывается в Ростове-на-Дону. Слушай, давай эту новость не брать, мне кажется. Да. В эфире «Прожектор» Пэрис Хилтон. Первая новость. Маршруты эвакуаторов сделают достоянием общественности. Городская служба перемещения транспортных средств ГСПТС намерена открыть маршруты проезда своих эвакуаторов. Ведомство уже ведет трансляцию в Твиттер. ГСПТС в Твиттере? Да, наконец-то. ГСПТС. Бессмысленный набор звуков. Меня много раз... Это обзывательство. Меня много раз так обзывали. в Внимание, Твиттере. ребята, значит, раньше, когда автомобилисты выходили, допустим, ты выходишь из кино и видишь, твоей ласточки нет, улетела она за МКАД. Вот это... Мы там все на машинах передвигались, сейчас, да ты Сереж, на можно птицах. войти в Твиттер и понять, что там будет написано. Тебе Внимание всем, подбирают. кто припарковал машину там на Садовой Черногрязской. Мы едем туда. И за 30-40 минут... За полчаса все знают, что там сейчас Да, будут... ты можешь не досмотреть, кого Рутгер Хауэр убил, просто выйти, переставить машину и опять зайти в кино уже. А ты думаешь, Сережа ходит в этот видеосалон, да, по-прежнему? По рублю все. Значит, информация о выезде появится в интернете за 30-40 минут до часа X. Власти намерены наносить маршруты эвакуаторщиков на карту Москвы, размещенную на портале дорогамост.ру. Кроме того, в этом году появится сервис СМС-информирования автомобилистов об эвакуации их машин. Ну вот смотрите. Приходит смс, там написано «Твоя машина у нас». Чувак, вот Чувак, так. твоя машина у нас. машина у нас. Полицию не обращайся. Или такая смс-ка. Здорово, пешеход. И смайлики с фуражками ДПСника. В черных очках. Так, друзья, вот Вот эти, смотри. вот эти. Нет, вообще, это прикольно, что полчаса, понимаешь, что за полчаса люди будут знать. Ты понимаешь, это реально офис такой. Ну, гуманно. И, например, выложили за полчаса эту информацию, и по офису уже бежит такой человек разъяренный, волосы развиваются, едут! И весь все офис как ломанется на улицу. Смотрите, вот у меня есть Твиттер на формате А4, то есть так, как его получает Саша, по почте. Саша, Давайте, подожди, Гарик, Человек, подожди. который получает Твиттер на факс сразу. Он смс-то голубями отправляет. Давайте, Директор Твиттера звонит Сашиной секретарше и говорит: Людочка, примите факс от Твиттера. Не прошло. Проблема не в этом. Люди неправильно паркуются, их предупреждают, они перепарковывают машину опять неправильно. Ну, дальше. Поэтому нужно дальше это продолжать. Еще дальше машину. Да, Вытеснять из увозить. Москвы машины, вот это мысль. Вывозить машину. Просто дальше. далеко, на Сегодня Слушайте, 305-й километр Рязанского шоссе, ваша машина. А это Рязань. А это А Рязань. это не Рязань. Получаешь смс. Ваша машина находится на 470-м километре Горьковского шоссе под Нижним Новгородом со стороны Омска. Ну, в принципе, Гарик, И движется в сторону Ингушетии, да. этим уже раньше занимались. Слушайте, да, Кстати, когда а действительно, в Ингушетии же, это, оказывается, эвакуаторы. это все делали, просто из Ингушетии смс-ка долго идет. Вот и всё. Это очень важная новость для москвичей. Каждый из нас открывает карту Яндекс, где вот красным, зеленым обозначены пробки, не пробки. А сейчас эти эвакуаторы, Пэкман игра возродится, когда съедает эвакуатор пробки. Просто съедает пробки. Следующая новость у меня, и я считаю, это главная новость этой недели. Сереж, ты Она всегда так читаешь, все, самая что ты глобальная. считаешь главным. Давай. Так, Сергей Шойгу призвал улучшить работу с рыбаками, которые с наступлением весны все чаще приходится спасать с